На протяжении 2 дней абхазские и российские врачи выступили с докладами на темы реабилитации, неврологии, коронавирусной инфекции, санаторно-курортной инфраструктуры, эстетической хирургии, нейрохирургии, кардиологии. Министр здравоохранения Эдуард Будбах, говоря о работе первого абхазского медицинского форума, отметил важность взаимодействия с российскими коллегами. Мы реально находимся в таком историческом моменте в республике, когда зарождается вот такое хорошее дело. Первый абхазский медицинский форум, мы планируем его сделать ежегодным. Далее мы планируем в межсезонье, по весне, по осени делать тематические конференции по разным профилям. Мелкими, но уверенными шагами мы идем вперед. Выполняем те задачи, которые мне, как министру здравоохранения, поставил глава государства Аслан Георгиевич Бжаня. Абхазский медицинский форум, я думаю, что он будет иметь достойное, хорошее продолжение, когда у нас есть такие учителя, старшие люди, великие академики, которые приехали, находятся с рабочим визитом в Республике Абхазия. Это все дело мы будем и дальше и укреплять. Медицина в мире развивается очень стремительно и переходит на современные методы скрининговой и фундаментальной диагностики. Развивается мощное направление реабилитационной медицины и оздоровительного лечения и практики. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, вице-президент Российской академии естественных наук Юрий Рахманин особо подчеркнул, что сегодня огромное значение приобретают санаторно-курортные учреждения, и для их развития у Абхазии есть большой потенциал. Эти учреждения должны быть оснащены самой современной диагностической аппаратурой, потому что именно здесь он может получить ответ, что у него за болячки, что с этим делать. И второе, уже, конечно, нужно располагать не только, значит, природными возможностями, а природа очень много дает для учреждений Абхазии, но и специальными медицинскими услугами, физиотерапия, теренкура, и лечебная гимнастика, массаж и прочие процедуры, которые тоже должны быть поставлены на высокий уровень. Вот обмену этой вот информацией и определенной тенденции к централизации, общению, для того, чтобы знать, где и когда перенимать самый передовой опыт. Не начинать все с нуля, а начинать танцевать уже с определенных позиций. В ходе форума абхазские и российские врачи делились мнениями и опытом реабилитации людей, приезжающих в Абхазию, а также говорили о реабилитации граждан республики, перенесших различные травмы и заболевания. Мне кажется, было очень важно услышать, обменяться мнениями и понять, что же, собственно, нужно делать, какая дорожная карта должна быть построена. Что-то мы уже показывали, потому что мои коллеги консультировали пациентов, показывали, что можно делать уже сейчас, что нужно сделать для того, чтобы реабилитация, восстановление было еще более эффективным. И, конечно, я думаю, что очень много предстоит сделать для того, чтобы вот все те планы, все те перспективы, которые мы намечали и которые мы считаем абсолютно достигаемы, чтобы они в ближайшее время реализовались. Тема нашего форума – это все-таки реабилитационный потенциал именно Республики Абхазия. Он очень большой, потому что здесь могут не только лечиться, но и оздоровляться, и профилактические. Значит, мы можем, в наших условиях можно позволить себе и профилактическую, и немаловажную медицину, которой вообще Абхазия вообще когда-то являлась. Поэтому сегодня идет этот этап возрождения, этап возможности возрождения именно в наших условиях, обмен опытами, будут приезжать специалисты, которые будут, значит, обучаться. Мы тоже, специалисты, которые есть в Абхазии, мы же тоже обучаемся в основном в Российской Федерации, мы являемся студентами этих вузов тоже, и поэтому это будет помогать именно развить реабилитационный потенциал. А он без медицинской основы и без наших природных ресурсов. В работе форума приняли участие профильные абхазские специалисты, которые выступили с докладами. Помимо научной составляющей форума была и практическая работа. Российские медики провели прием пациентов в медучреждениях республики.
Руководитель Центра ортопедии и хирургии Федерального медико-биологического агентства Жаглин Антон Владимирович со своим другом, тоже травматологом, заведующим отделением, они здесь провели 2 операции по замене коленного сустава. Абсолютно бесплатно, как для наших пациентов. Всю эту нагрузку взяло на себя Министерство здравоохранения по покупке самого непосредственного импланта. Коллеги провели мастер-класс и также показали, как устанавливать эти импланты, потому что это все такое передовое. В республике это далее уважаемый академик, вчера Караулов поехал, великий аллерголог, иммунолог, поехал в республиканскую больницу, проконсультировал там пациентов, предварительная была запись, согласование. Также поехали другие наши специалисты, нейрохирурги, вертебрологи, реабилитологи. Сегодня также планируются консультации в других лечебных учреждениях. Под всех пациентов персонально были записаны пациенты, предварительно доктора отобрали этих пациентов, просмотрели истории болезни, сделали снимки при необходимости свежие, кому-то сделали компьютерную томографию. Все это абсолютно бесплатно для наших граждан, которые нуждаются. Я думаю, вот такого уровня консультации в Республике Абхазия, такого уровня специалистов еще не было, и поэтому приятно, что мы смогли вот так помочь тем людям, которые нуждались в этом, когда идет форум, параллельно пошли консультации в наших лечебных учреждениях. Первый Абхазский медицинский форум – начало нового этапа в развитии абхазо-российских взаимоотношений в сфере медицины. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Синдрома Гиена-Барре, антигенная...